А Шатов, он кем был? Шатов, он был начальником, руководителем строительства. А вот это да, Семиреченской дороги, да? Да, Семиреченской, ну, то, что потом стало Турксибом. Да, правильно, да. То, что потом окончательно получило имя Турксиб. Он не был сам железнодорожником, но Шатов был опытным руководителем. Вот если вот перекладывать, как сказать, провести параллели, вот, то Шатов это вот наш современный Чубайс. То есть такой креативный. Он долгое время жил в Америке, в США. Когда? До этого? До Октябрьской революции, да, после 1905 года, он эмигрировал в США, вот, и долгое время жил там. Он был анархосиндикалистом. Ну, во время, точнее, как произошла буржуазная революция, он вместе с группой единомышленников, в том числе и Троцким, вот, они прибывают уже в Россию, вот, и также вовлекаются в этот процесс Октябрьской социалистической революции. Это очень известный человек своего времени. На него делали, ну, ставили большие очень надежды. Он имел близкие отношения как с Троцким, так и со Сталиным. Это такой тоже, ну, достаточно человек, ну, с такой обширной революционной биографией. И получается было противостояние Шатова, да, и Абдрахманова. Да. Шатов не ожидал, конечно же, такого противостояния. Какая-то маленькая автономия, которая буквально-то родилась несколько месяцев тому назад. Причем еще нужно обратить внимание на то, что как родилась автономия. К областному руководству было прибавлено 2 должности. Должность председателя Совета народных комиссаров и должность его заместителя. Вот и все. Вот. Остальное осталось так же, да, как до того осталось, было? Да, так же прежним. С 24-го года? Да, область была в 24-м? Да, вот когда область была преобразована в автономную республику, да, всего-то вот прибавилось 2 должности, представляете? Вот. Но Абдрахманов умело использовал свое положение не как руководитель автономной республики, потому что были еще более по статусу высшее руководство, то есть это было, во-первых, руководство союзных республик и Средазбюро. Он использовал то, что он являлся членом президиума комитета по содействию Турксиба. Вот. И вот именно используя вот эти положения, он умело лавировал. Вот. И поэтому даже западные ученые удивляются, как так вот какая-то даже маленькая автономия Киргизия смогла сыграть с могучими структурами Советского Союза, с Наркомпутей, с правительством, с Госпланом, с Советом труда и обороны в ничью.